Добрый день, уважаемые зрители! Я сегодня хотела бы вам рассказать об истории традиционного костюма народа Саха. Традиционный костюм, он является сложно составным костюмом, потому что это в первую очередь обусловлено тем, что у нас очень суровый климат, холодное время держится очень длительный период времени, и поэтому люди максимально одевали себя тепло в это время. И поэтому разновидностей традиционного костюма у нас очень много. И перед вами один из образцов XIX века. Называется это пальто кытылахсон. Это стало быть пальто. Его носили в основном в XIX веке. До этого пальто и вообще одежду изготовляли из шкур диких животных, домашних животных и также из кожи. А после, в XIX веке, после появления различных вот таких матерчатых тканей, начали шить вот такие пальто. Но при всем при том пальто сохраняло свой традиционный фасон. И весь облик сохранялся всего костюма традиционный вариант. И это пальто в XIX веке бытовало как и женское, как и мужское в том числе. И такое пальто носили без гендерных различий, как мужчины, так и женщины. Но в данном случае это пальто, сшитое из сукна. И в этом особенность этого пальто считается его фасон, потому что это такой фасон пальто в основном одевали во время праздничных мероприятий, во время свадебных мероприятий. И поэтому вот такие пальто, они передавались в наследство как бы будущим поколениям. Если мы рассматриваем вот данное пальто, то сшито, как я вам говорила, из сукна, и технологии шитья использованы метод кыбыты, вот кантом. Когда начинают шить из разных цветов и вообще материалов ткани, да, но между ними в стык включается кант, как бы разграничивающий границы одного цвета с другим, подчеркивая этим сложно-составной элемент якутской традиционной одежды. Это подчеркивает то, что манжеты из разных видов ткани, верхние буфы, они тоже из другого цвета уже представлены. Да? Это все говорит о том, что костюм в древности, он был сложносоставным, многосоставным, потому что вот эти традиционные виды, они сохранились и поныне. Потому что, несмотря на то, что материал менялся уже из века в век, да, допустим, но, тем не менее, традиционная форма шитья, оно сохраняется. Вот такой метод кыбыты, называется это кыбыты по-якутски. Это такой кант, что вот желтым цветом выделено, вот синий цвет, да. И такой же кант прошит и по всему подолу, по всему передней полочке и по подолу. И таким образом он выделяет полностью вот форму этого фасона, этого пальто. Если мы развернем на спинную часть, то здесь мы можем увидеть вот такие выступы, которые называются оно. Кокоро-оно называется вот этот выступ. И этот выступ дает трапециевидную форму всему изделию. Также на спинной части, в нижней части спинки, пальто имеет очень высокий разрез. Наличие этого разреза обусловлено тем, что во время праздников якуты садились верхом. И чтобы облегчить задачу, то, соответственно, национальный костюм имеет вот такой разрез. Когда женщина садится на коня, то эти разрезы ему позволяют ей сидеть вполне нормально и чувствовать себя комфортно. И такие же формы пальто встречаются и в буттахсон, который у нас бытовал в зимнее время. Это, если мы перед вами видим демисезонный вариант этого пальто, то существовало еще и зимний вариант пальто, которое
имела подкладку не просто из хлопчатобумажной ткани, а из меховых полотнищ, которые были шиты в основном из меха белки. И полностью подклад имел меховой. Также бытовали еще из лисьей дахи шубы. А летний вариант, фасон практически такой же, опять же, остается традиционный, такими складками оно называемые, но он уже шьется из шелковых тканей. Это летний вариант пальто. Но и наряду с этим также носили и платья из фабричных тканей различного материала, как из шелка, так и хлопчатобумажных тканей. Также традиционное было и безрукавка, жилет своеобразный, опять же имеющий свою традиционную форму, сохранивший и поныне свою традиционную форму. Если сейчас посмотреть на работу современных мастеров, то вот эти традиционные костюмы, они стараются сохранить свой первоначальный традиционный вид, который, но в некоторой степени, конечно, может наблюдаться и стилизация, да, узоров, допустим, если это касается, или каких-то декоративных функций, но тем не менее основной фасон, оно сохраняет свою традиционную форму. К этому пальто обычно женщины носили нагрудные и наспинные серебряные украшения. Вообще у якутов считается, серебро – это тот материал, который максимально охраняет человека от воздействия внешних негативных факторов. И поэтому они максимально украшали женщин. Таким образом, здесь вы видите ожерелье, кылджи называется, и нагрудное украшение. Нагрудное украшение имело в середине солярный знак. Это обязательный знак, потому что якуты считали себя детьми солнца, поэтому они в одежде, в традиционной одежде, в украшениях везде присутствует этот солярный знак, как символ солнца, который покровительствует жителям Срединного мира. И также наспинная часть, наспинное украшение было отдельным. Наспинное украшение тоже делали из серебра. К нему специально у девушек был начельник из ткани, и к нему подшивали уже наспинные серебряные украшения. Это звенья из ажурных цепочек из серебра, украшенные в конце венчиками. Также украшали женщины свои волосы, прикрывали, вернее, можно сказать, потому что считается, что волосы человека максимально сохраняют информацию о данном человеке. И чтобы в волосах беречь себя, свое физическое состояние, моральное состояние, они прикрывали женщины волосы. И вот перед вами это косоплетка, украшение для волос женщины. Женщины заплетали косы в одну косу и закрывали вот такой вот косоплеткой. И тогда считалось, что никакой внешний негативный фактор не может влиять на человека. Также вот к этому традиционному костюму носили женщины и вот такие широкие пояса, серебряные, сирейкамис называется, сирейкамискур, и они отличались тем, что они стояли из массивных четырехугольных гравированных пластин. И эти пояса, они имели различные подвески, такие как отдельный календарь. Хотя календарь в своем понятии у якутов был лунно-месячный, и недельного как такового календаря не было. Это привнесенное после принятия христианства, то есть православия. И вот такие вот недельные календари, выполненные из серебра, они носили с собой. Также носили с собой трутницы для огнева, игольницы, различные кошельки и подвески. Также могли и сюда привесить и личные печати, если таковые имелись. Такое массивное украшение, конечно, имела не каждая женщина. Богатые женщины могли себе позволить такую искусно выполненную работу носить
по праздничным специально таким мероприятиям. И поэтому вот такие максимальные украшения из серебра говорят о том, что серебро, еще раз подчеркнем, что оно считалось металлом, который охраняет человека. И поэтому женщины, в частности, да, они максимально охраняли себя и спереди, как нагрудное украшение, на спинное украшение, сзади себя охраняли, и также и носили, чтобы снизу охранить, они носили различные серебряные подвески и красивые вышитые сумочки. Таким образом, традиционная одежда, которую носили якуты издревле, она сохранилась и поныне, и сейчас также существует и продолжает свои традиции.